Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решила приготовить запеканку. Запеканку не с фаршем, как обычно делаем, а с грибами. Отварили уже грибы, у меня уже здесь готово. Вот. Ну, туда потом пойдет лучок. Будем обжаривать лучок. Вот. Ну и картошка у нас уже здесь варится уже. Заранее уже поставила готовиться. Вот. Ну что, начнем. Режем лук. А я, друзья, это все поснимаю, все это дело. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. У нас сегодня запеканочка такая. Запеканочка картофельная. Это вкус такой детства. Ну, я думаю, эту запеканку любят все. Начинку можно, конечно же, менять. Ну, классическая запеканка, она идет с фаршем, ну или с мясом. А у нас сегодня грибы. Лесные грибы, друзья. Это наш собственный, как говорится, урожай лесных грибов. Лично собирала Маша. Тут перемешку у нас на данной сковороде получается свежие грибы. Белые с перемешку с этими, с красноголовиками под осиновиками. Вишгов. А, и маховики еще есть? Вишгов, так и не маховики обычно же сушили. Вишгов с МЖ, вишгов. Ну, там перемешку вот эти лесные грибы. Белые грибы, маховики, говорит вот Маша, и еще красноголовики эти. Так, что же у нас еще пойдет? Знаете, друзья, эти лесные грибы предварительно мы отварили, ну, час где-то, наверное, отваривали. Ну, потому что это небезопасно, потому что это лесные грибы. Вы можете взять шампиньоны, сразу начинаете жарить на сухой сковороде. Вместе вот с этим мелко нарубленным лучком. Вот. Ну, это я, к примеру, говорю. Наверное, запеканку все делают, но мы покажем, как мы делаем это с грибами. Наивкуснейшая запеканка с лесными грибами. Будет все замечательно. Я поснимаю, что и как Маша делает. Ну, режем лук. С луком будет вкуснее. Приправы, конечно, никакие не буду ложить, потому что грибы, они сами по себе вкусные очень. Не хотим испортить аромат лесных грибов. Ни в коем случае не хотим испортить. Видите, как мелко Маша нарубила лук. Вот. И все это отправляется на нашу такую миниатюрную сковородку. Эту сковородку я очень люблю. Потому что она маленькая. Знаете, как получается здесь глазунья такая. Настоящая глазунья. Не гоголь-моголь, а глазунья. Очень вкусно получается. Как раз маленькая порция на завтрак, да, и быстро. Да. Маша тоже любит делать. Вот именно на этой сковородке маленькой. У всех, наверное, в семье есть такие сковородки, которые вкусно готовят. Именно сковородки, которые вкусно готовят. Так и есть. Лук обжариваем до золотистого цвета. Потихоньку размешиваю. Пусть все равномерно обжаривается. Ну а тем временем, друзья, у нас приготовилась картошка, отварилась. И сейчас Маша процедит и будет колоть пюре. Есть такой вариант, друзья, еще этой запеканки, чисто постный вариант. Вот с грибами самый максимально близкий вариант. Сюда вместо яиц кладете, друзья, знаете что, растительное масло, а чтобы румяная корочка появилась, просто посыпаете паприкой. И это будет постный вариант запеканки. Но мы сегодня как бы немножко будем грешить. Вот, пока все это горячо, разминаем нашу картошку до состояния пюре такого густого сухого пюре.
Разбиваю сюда 2 яйца. И все это разминаем вместе с картошкой. Ну, яйцо, я думаю, такое, она действует так, схватывает эту пюрешку такое, чтобы она это не разваливалась после того, как выпекание, чтобы смазывать можно было. Вот эта пюрешка, если остывшая, она будет густая, но если когда она горячая, и потом она будет рассыпаться, Маша, я не понял. Без яйца, то да. Без яйца запеканка не то получается, да? Да. Вот. Поэтому настоящая запеканка должна быть с яйцом и со сливочным маслом сюда. Сливочное масло, друзья, в запеканке тоже классика. Это обязательный вариант, если хотите вкусно покушать. Так, понимаешь? Это вкус детства. Запеканка. Наши бабушки, мамы, правда, делали по-другому чуть-чуть. Они на большую сковородку вот эту пюрешку еще, например, поставят на сковородку и в предпечье. Там жар идет, разрумянивается. Вот такую запеканку в предпечье делали наши бабушки и мамы. Это самое лучшее воспоминание от этой запеканки. Но мы чуть-чуть по-другому уже, в духовке и все такое. Так, пюре это готово у нас уже. Посолили, масло, 2 яйца, картошка и готово. Все. Там у нас лук доходит уже. И будем смешивать это дело с лесными грибами. Вот такая нехитрый процесс, но, друзья, это будет очень вкусно. Я представляю, как я буду наслаждаться всей этой, когда это все ингредиенты объединятся вместе и подружатся там в духовочке. Это будет очень суперски вкусно. Лук у нас готов, обжарили. Все перекладываем сюда. Напоминаю, эти грибы мы не солили, просто отварили. И лук, тоже советуем лук также отдельно жарить, отдельно. Так. Теперь посолю. Ну и я положу еще на плитку, еще положу. Немножко обжарю вместе. Ну, буквально, наверное, минутку, да, ведь? Да. Вот. И потом начнем мы собирать нашу запеканку, да. Конструктор такой, да? Конструктор запеканку. Ну, оно и правда как конструктор. Собрал, начинку можно разную, можно даже овощную начинку поставить. Тоже будет очень вкусно. Угу. Ну вот мы буквально минутку обжарили немножко. И это у нас уже получается, что готово. Будем класть все в стеклянную форму. Противень такой у нас. Немножко масла. Можно даже не обязательно масло, но привыкшие, да, все противни смазываем. Половину пюрешку кладем снизу. Все распределяем по форме. У нас форма большая, надо поменьше вот когда-нибудь приобрести форму. Да, для нас двоих что-то это самое, все меньше и меньше формы понадобится. Все меньше и меньше. Да. С возрастом все меньше кушаем.
Это как бы уже диета. для полной семьи. А у нас пока дети работают, все по своим местам. Вот. Коты не едят запеканку. Да, Маша? Да. Вкусные грибочки. Ой, какие вкусные. Ароматные притом еще. Свои, лесные, а не покупные. Сама собирала? Сама скажи собирала. еще. Я тоже причастен к этому. Я волновался, когда ты была в лесу. Все свое. Это не сравнить с теми грибами, которые Шампиньоны? шампиньоны, да. Ну, многие любят шампиньоны. Многие любят. Шампиньоны удобнее чем? Они безопасные такие грибы, их можно Быстро вот готовится. взял, да, и пожарил сразу. Не надо заранее отваривать, так. Просто вместе с лучком обжарил и добавил на противень с картошкой, и вот тебе еще. А лесные грибы, они уже надо серьезно к ним относиться. Это не... Это... Такой Ну, конечно, вкус вкус. отличается, я согласен с Машей. Мы шампиньоны тоже пробовали, и не раз, ну... За неимением грибов они пойдут. Но если есть лесные грибы, мы даже и не думаем об этих шампиньонах вообще. Грибов много, начинки. Да, начинка, да, такая... Начинка такая. Зато вкусная будет. Кусочек съел, так, значит, съел, да ведь? Да. Такой у нас сегодня обед будет. Вкусный обед. Запеканка из нашего детства будет. Это прекрасно. Ну, Маша в садике так тоже запеканки очень много делала, но не с грибами, конечно. Для детей грибы это нельзя пока. Так, дальше у нас второй слой. Намазываем второй слой. Закрываем наши грибы. Наш такой пирог. Пирог. Пирог из картошки с грибами. Замечательный пирог. Ну да, запеканка вкусненькая. Просто объедение делаем. На улице, друзья, Умка. Видите, там гуляет, не знаю, видно или нет даже. Нет, наверное, не видно. Вот столько еще снега, друзья, на этом видео. Ну все, запеканка, видите, все разровняла Маша. Ну, красивенько так. Включаем духовку. Мы еще духовку не включили. На 200 градусов духовку включаем. Ого, большая температура, Маша. И так и надо тоже, да? А у нас же здесь все готовое. Только нам надо, чтобы все разрумянилось. И минут 5-15 минут, не больше. Угу. Чтобы разрумянилось. У нас же это все готовое. Я понял. Так что ничего долго держать. Так, а теперь все это смазываем мы сметаной, чтобы разрумянился у нас. А постный вариант, друзья, это все присыпаем паприкой. И будет у вас тоже все румяненько. Не сметана, а вот берете, делаете бороздочки и посыпаете паприкой. И будет также румяная корочка, красивая, красненькая такая, ну, типа поджаристая. Эта паприка даст такой приятный цвет. И будет еще это блюдо постное. У нас не постный вариант. Так, у нас духовка готова. Делаем тепловую обработку, или как это по-другому называется. Разрумянится. Нам нужно, чтобы разрумянилось. Свадьба всех ингредиентов. Все они там вместе подружатся, пожарятся, протушатся, объединятся. Все будет вкусненько. Сколько минут, Маша? Ну, минут 15 минут. 15-20. Достаточно. А потом будем смотреть, чтобы не сгорело. Главное, чтобы разрумянилось у Да. нас.
Все. Ждем, друзья, самую вкусную запеканку в мире. В мире. У нас время подошло. Мы держали 20 минут. В доме, друзья, такой аромат. Я просто сижу и слюнки глотаю. Когда же это все будет? Смотрите, какая красота. Все зарумянилось, да? Суперски, Маша. Ой, какой красавец. Наша запеканка вообще красивенькая такая. В духовку, значит, я добавила 200 на 220. Поставила, потому что нужно нам, чтобы разрумянилось. 200 это еще, значит, поменьше было. Еще на 20 градусов побольше сделали. Вот, и держали 20 минут. Просто Так, замечательно. нам сейчас нужно, чтобы немножко это остыло, потому что слишком горячо. Пробовать. И будем обедать, угощаться. Да. Немножко подостыла запеканка и все. Будем дегустировать. Ну, не дегустировать даже, а будем полноценно обедать, друзья. О, смотрите, какая она. Прослойка грибов, такая начинка. Сочненькая. Сюда еще сметана пойдет. Ой, это будет шедевр. У нас сегодня прекрасный обед такой. Ароматный. Лесом пахнет, летом пахнет, друзья. Все свое. Картошка своя, грибы сами собирали. Лучок. Ой, забыл. Салатик. Маша, расскажи про этот салатик немножко. Что тут? Тоже домашний, тоже Машины ручки делали. Положим сметану? Да, чуть-чуть. Нет, достаточно ложечки. Так, салатик. Это у меня салат из огурцов и помидоров. Помидоры, значит, пропустила через мясорубку. Минут 5 сварганула на плите. Сварила, ну как, прокипятила. Потом положила огурцы, нарезанные кольцами. Ну, где половинки, потому что крупные были. И минут 5 в этом томате готовилась. И добавила еще укроп. Сделала. Мне очень понравилось. Так что в этом году тоже буду этот салат тоже буду готовить. Очень, да? Да, очень вкусный салат. Дай бог, пускай хороший урожай будет. Вот этот салат. Я удивился, я не видел просто этого салата еще ни разу, да? А Маша, оказывается, делала. Я ведь не ем, ну, такие еще остренькие, еще салаты я не ем уже. Да. Потому что желудок не позволяет. А сейчас мы пробуем запеканку? Запеканку. Конечно, горячо. Еще не совсем остыло, друзья. Но время обеда, и мы хотим кушать. Маша умкает. Значит, вкусно. Значит... Такое пюре воздушное. Лук с грибами. Такой запах. Вкус такой. Ческит, короче говоря, укушенный. Ну, короче, ческит это все. Я все ждал, когда же прозвучит наше фирменное знак качества ческит. Одно слово. Ческит заменяет все. Вкусно. Вкусно значит вкусно. Это лучше, чем фарш. Ну, конечно, лесные грибы, они как могут быть невкусными лесные грибы? Кто любит грибы, это вообще зимой. Свежие действительно грибы. Объедение. Так что ходите в лес, на зиму готовьте грибы. И собирайте грибы под снегом. Да. Чем шампиньоны, конечно, свои вкуснее. Ну и я сейчас, друзья, тоже попробую и скажу свою оценку. Как меня сейчас Машенька угостит немножко. Ну, буквально оценить, чтобы. Я еще кусочек еще вот этого запеканки в рот еще не попал, а в нос попал аромат такой. Огурцы-то какие еще? Мне попался белый грибочек, и он хрустит. Вообще. Маша, это великолепно.
Это просто великолепно. Ну вот, никаких приправ не надо сюда. Не-не-не-не-не. Зачем портить аромат лесных грибов? Не-не-не. На второй глаз, друзья, сразу. Чалкаю сегодня. Да, у нас еще и микрофон такой, новенький микрофон. Он, наверное, передает это все чавканье до неприятности. Ну ничего. Это вкусно, друзья. Прям вот обалденно вкусно. Я еще сметанки добавлю. Мне это еще мало показалось. Ну, дело в том, что запеканка горячая, а сметанка холодная. И получается такой резонанс во рту. И очень такой приятный. Ну, вообще замечательное блюдо. Всем советуем. Это вкус детства. Вы знаете, что такое запеканка. Все вы знаете это. Что это такое вкусняшка. И в садике ели, и дома готовили, и в школе, и везде. Вот эта запеканочка идет на ура. Ну, больше с фаршем, конечно, готовят. С фаршем, с мясом. Но с грибами, с лесными, это просто будет. Вообще, это вкуснота такая. Которые постятся. Вместо яиц добавляйте растительное масло, пюрешку. Вместо сметаны, чтобы зарумянилась корочка, посыпайте нашу запеканку паприкой. И тоже будет румяненько. Но это будет чисто уже постное блюдо. Грибы, картошка, без яиц, растительное масло и паприка. Это будет чисто постное блюдо. Это тоже очень вкусно. Ну а мы сегодня угощаемся вот такой вкусняшкой, запеканкой с лесными грибами. Очень сытный, очень вкусный. Просто во. Итак, резюме. Резюме. Советуем вам приготовить такую запеканку. Вот прям вот даже под вечер можете сделать. И приятной вам готовки в этом. Вот. Ну а мы, друзья, на этой вкусной ноте заканчиваем наш ролик, наш вкусный ролик, и говорим вам до свидания. До новых рассветов, и пускай они всегда будут только добрые, только мирные и только вкусные. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ой, а я жду не дождусь уже. Я положу камеру и буду вот этот кусок съем. Может даже добавки еще попрошу, если там не будет желудок против. И все будет прекрасно. Вот так. Маша обалдеет. Чувствую, да, что надо обалдеть. Чувствую, да. Он уже чувствует.